Оперативники уголовного розыска МВД по Чувашии задержали жительницу Самарской области. Женщину подозревают в серии телефонных мошенничеств в отношении жителей нашей республики. Подробности в сюжете, подготовленном пресс-службой МВД. В этом году заметно участились случаи рассылки СМС-сообщений, содержащих информацию о том, что банковская карта абонента заблокирована в силу ряда причин. Сотрудниками МВД по Чувашской республике проводится масштабная работа, направленная на установление лиц, причастных к совершению подобных преступлений. Схема преступных действий была такова. Направлялись СМС-сообщения на абонентские номера Чувашской республики, где сообщалось, что ваша банковская карточка заблокирована и необходимо позвонить по определенному номеру для получения информации. Наши жители осуществляли звонок на данный абонентский номер. Для того, чтобы разблокировать банковскую карточку, они сверялись с персональными данными звонившего человека и узнавали серийный номер карточки. В ходе обработки ряда заявлений была получена оперативная информация о том, что часть сообщений на номера жителей Чувашской республики поступала с телефонов, зарегистрированных в Самарской области. Была установлена причастность к совершению данных преступлений 43-летней местной жительницы. С целью ее документирования и привлечения к ответственности в середине августа чувашские оперативники выехали в Самару, где задержали подозреваемую. Своему мастерству женщина научилась во время пребывания в местах не столь отдаленных, и когда вышла на свободу, она решила добывать легкие деньги мошенническим способом. В ходе проведенного обыска по месту жительства задержанной нами удалось изъять 2 сотовых телефона, банковскую карточку и около 10 сим-карт, которые в последующем были использованы при совершении мошеннических действий. В настоящее время задержанный подозревается в совершении 19 мошеннических действий в отношении жителей Чувашской республики. Ей предъявлено обвинение по статье 159 Уголовного кодекса России. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет. Сейчас она находится под стражей. Хочется напомнить жителям Чувашской республики, что единственная организация, которая сможет проинформировать вас о состоянии вашей карты, это банк, обслуживающий ее. Если у вас есть подозрение о том, что с вашей картой что-то не в порядке, если вы получили СМС-уведомление о ее блокировке, немедленно обратитесь в банк. Телефон клиентской службы банка обычно указан на обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в СМС-уведомлении. За это может взиматься плата.